Создание почты в панели управления Plesk. В этом видео мы расскажем, как создать корпоративный почтовый адрес на вашем домене. Для этого необходимо предварительно приобрести домен и хостинг, если у вас их нет. Ознакомиться с инструкциями по приобретению можно на нашем YouTube-канале. Для создания корпоративных почтовых адресов необходимо авторизоваться в консоли управления услугами PS Cloud Services. На обзорной странице консоли перейдите в раздел «Хостинг сайтов». Выберите ранее приобретенную услугу хостинга и нажмите на ее название. Вы будете перенаправлены в панель управления услугой. В блоке управления нажмите на кнопку «Войти». Система автоматически перенаправит вас в панель управления Plesk. Для создания корпоративного почтового адреса в боковом меню откройте раздел «Почта» и нажмите «Создать адрес электронной почты». Автоматически откроется страница создания почтового ящика. В поле «Адрес электронной почты» укажите желаемое имя почтового ящика, например, «Info». Полный адрес электронной почты будет сформирован автоматически с использованием вашего домена. В данном случае info@zverev.kz. Следующий пункт – внешний адрес электронной почты. При создании почтового ящика заполнять его не обязательно. Далее введите надежный пароль для почтового ящика. Или воспользуйтесь функцией автоматической генерации пароля, нажав на «Создать». Если пароль от почтового ящика будет утерян, вы сможете самостоятельно восстановить доступ через Plesk. Для этого введите новый пароль в текущее поле, подтвердите его и сохраните изменения. Новый пароль вступит в силу сразу после сохранения. После этого переходим к настройке размера почтового ящика. По умолчанию размер не ограничен, поэтому почтовый ящик может использовать все доступное дисковое пространство услуги. При желании можно установить ограничение на размер почтового ящика, например, 50 мегабайт. В этом случае объем хранимых почтовых сообщений не будет превышать указанное значение. Обратите внимание, что услуга хостинг сайтов не предназначена для организации массовых почтовых рассылок. Вы можете настроить максимальное количество исходящих сообщений, чтобы снизить вероятность попадания почтового ящика в спам-листы. По умолчанию установлены следующие ограничения. До 50 исходящих сообщений в час для одного почтового ящика, до 250 сообщений в час для домена и до 500 сообщений в час для всей подписки. Если почтовые адреса все же попали в спам-лист, напишите в нашу техподдержку. В поле описания можно указать назначение почтового ящика, ответственных пользователей или другую служебную информацию. Информация отображается на главной странице почты под названием почтового ящика. В верхнем меню доступны вкладки с настройкой дополнительных функций. Настройка перенаправлений. При настройке почтового ящика вы можете включить перенаправление сообщений. Для этого укажите адреса электронной почты, на которые будут автоматически пересылаться входящие письма. Создание почтовых псевдонимов. Почтовый псевдоним позволяет создать дополнительный адрес, письма с которого будут поступать в основной почтовый ящик. Это функция для продвинутых пользователей, рассматривать ее сейчас мы не будем. Настройка автоответчика. Автоответчик отправляет заранее подготовленное сообщение в ответ на входящие письма. В настройках можно указать текст ответа, период его действия и дополнительные параметры отправки. Настройка антиспам-фильтрации. Антиспам-фильтр анализирует входящие сообщения и выявляет спам. В панели Plesk можно выбрать действия для писем, распознанных как спам, изменять чувствительность фильтрации и настраивать разрешенные или запрещенные списки адресов. Для сохранения настроек нажмите ОК в любой вкладке. Поздравляем! Почтовый адрес успешно создан. В списке почтовых ящиков будет отображаться адрес электронной почты и объем занятого пространства. Для редактирования почтового ящика нажмите на его название и внесите изменения аналогичным образом. Для работы с почтой можно использовать любой почтовый клиент. Рекомендуем использовать наш почтовый веб-интерфейс. Для этого откройте в браузере адрес webmail.ps.kz. После перехода в веб-интерфейс введите адрес электронной почты и пароль. Затем нажмите «Войти». Спасибо, что вы с нами.